Все лучшее детям. Можно сказать, что строители этот девиз взяли за основу. Школу в Южном начали возводить прошлой весной. Сейчас на объекте задействовано около 70 специалистов. Мы выполнили все работы по каркасу, по внутренней отделке. В данный момент идут работы по монтажу подвесных потолков. Следом пойдет укладка ламинада, плиточные работы мы закончили. И расстановка оборудования это внутри. Школа оснащена всем необходимым, учебные классы, в которых предусмотрены как меловые доски, так и интерактивные доски в каждом классе. В школе предусмотрено 25 классов, каждый рассчитан на 24 человека. Также специализированные кабинеты для изучения иностранных языков, но уже на 12 мест. В здании предусмотрен и комбинированный лифт, рассчитанный на 630 килограммов, а также просторный актовый зал на 120 мест и, конечно же, спортзал. Материалы у нас все строго в соответствии с проектом, благо они все производятся, ничего менять нам не приходится. Все закупаем, все у нас закуплено, значит, финансовых проблем в фирме нет. А это столовая. Пока пищеблок выглядит так. Одновременно обедать здесь смогут до 100 человек. Техническое оборудование уже закуплено. Осталось только установить. Сейчас рабочие заняты отделкой внутренних помещений, установкой подвесных потолков. Плоскость будущей конструкции они задают лазерным уровнем. А уже на днях начнут укладывать ламинат. Уже мы пищеблок, столовую мебель завезли, на днях будем расставлять. Остальное у нас на складе, на своем складе, все завезено, все закуплено. Вот как только мы по укладке ламинада и подвесные закончим, и следовательно, сразу начнем расставлять оборудование. Параллельно с внутренними отделочными идут работы и на прилегающей территории. Специалисты укладывают тротуарную плитку по всему периметру здания. Следующий этап – озеленение. У школы уже появилась своя электроподстанция, котельная и пожарный резервуар. За моей спиной это стадион, включающий в себя футбольное поле, беговые дорожки. Вот справа от меня, прямо от нас, вот волейбольная площадка и две игровые площадки, где будут стоять свои детские игровые аттракционы. Сейчас идет благоустройство, укладка брусчатки, готовим основание для проезда. Озеленение, как только мы сейчас грунт уложим, уже вызываем бригаду, они начнут уже сажать саженцы. Новая школа в Южном строится в рамках программы развития сельских территорий. За ходом работ на протяжении всего времени следят ответственные службы. На сегодняшний день степень строительной готовности порядка 80%. 282 миллиона уже работы здесь выполнены. В прошлом году этот объект также шел с опережением. Те замечания, которые наш строительный контроль здесь выявляет, устраняются в рабочем порядке. Большая, современная на смену старой, тесной. Новая школа поможет разгрузить близлежащую 28-ю. Все 270 учащихся ютятся в приспособленном здании 85-го года постройки. Когда-то в нем располагалась сельская администрация. Многие годы это учебное заведение было единственным в Южном. Нет здесь ни спортзала, ни актового зала, а до недавнего времени не было и столовой. Остальных условий вот как таковых нет. Некоторые классы переполнены, детей на группы делить невозможно, потому что нет у нас лишнего кабинета. И кабинетной системы, конечно, у нас здесь нет. И учатся в две смены учащиеся. И когда мы узнали, что нам построят новую школу, естественно, мы были этому безумно рады. Почему? Потому что новые условия, естественно, и техническое обеспечение. Подрядчики уверяют, все работы идут с опережением графика. Сдать объект планируют к концу этого года, в декабре. Тамара Хашагульгова, Карамат Тасхоев, Магаз 24.